Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Режим повышенной готовности. В Якутске устраняют последствия ветра. Настроенный успех. Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Узнаем подробности. Историческое событие для якутской Арктики. В Момском районе запустили 4 гибридные электростанции. Расскажем подробнее. Вопрос, не теряющий своей актуальности. В Якутске обсудили стратегии развития транспортной инфраструктуры. Встреча со зрителем 10 лет спустя. Русский драматический театр имени Пушкина отправился на гастроли в Южную Якутию. Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум, где в течение 3 дней подписывались соглашения и вырабатывались ключевые решения для развития Дальнего Востока. Тему продолжит Петр Васильев. 7-й экономический форум, прошедший в столице Приморья, это новый шаг в развитии Дальнего Востока. На полях ВЭФ этого года заключили соглашение на рекордную сумму в более 3 триллионов рублей. Каждое из этих соглашений напрямую повлияет на рост качества жизни населения. За 3 дня работы в форуме приняли участие более 7 тысяч гостей. Подписано более 260 соглашений. Как отметил полпред президентов ДФО Юрий Трутнев, значительная часть решений, выработанных во время форума, поддержаны главой государства Владимиром Путиным. Вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям. Эти решения докладывались президенту. Значительная часть этих решений поддержана, поэтому нам есть возможность двигаться вперед быстрее. По словам зампреда, экономическое значение Дальнего Востока значительно возросло из-за разворота экспортных потоков на восток. А соответственно и выросла необходимость транспортных магистралей, важность Северного морского пути и Восточного полигона. Мне кажется, что вот на этом Восточном экономическом форуме, на 7-м, как раз было очень много вопросов, связанных именно с Дальним Востоком. А то, что Дальний Восток приобретает все большее международное значение, наверное, это наша с вами общая работа, общий труд, в конце концов. Потому что мы ведь никого не уговаривали. Гости сами это говорили. Все гости по очереди говорили, что Дальний Восток сегодня является таким центром притяжения. Это наша с вами работа общая. Не останется без внимания и социальная сфера. Для улучшения городской среды, благоустройства общественных пространств и повышения качества жизни будут разработаны мастер-планы 25 дальневосточных городов. Ими и продолжится поэтапное преображение и развитие Дальнего Востока. Петр Васильев, Лидия Гасанбалаева, Владивосток. С самого раннего утра в столице республики начался сильный ветер, который привел к перебоям в повседневной жизни. Со вчерашнего дня жители республики получали рассылку от МЧС с предупреждениями о надвигающемся тайфуне. Подробности далее. С самого раннего утра в столице республики начался сильный ветер, который привел к перебоям в повседневной жизни. Со вчерашнего дня жители республики получили рассылку в СМС от МЧС, предупреждающие о надвигающемся тайфуне. Сегодня в течение дня усиление западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду сохранятся в центральных и южных районах. В начале ночи сильный ветер ослабеет. В ближайшие 2 суток на большей части республики погода будет ветреная, но порывы будут уже порядка 9-14 метров в секунду. На некоторых улицах города не работали светофоры, которые привели к проблемам в дорожном движении. Также ветер не обошел мимо их автобусные остановки и жилые дома. Некоторые родители с утра не стали отправлять детей в школу из-за погодных условий. Я еле убежала с этой остановки. Только что там сидела. Ветер снес остановку. Очень сильный ветер, даже эти железные ножки снес. Слава богу, как-то почувствовала и успела убежать. Ужас! Только что упала с крыши. Это что такое? Ситуация складывается такая, значит, в связи с порывами ветра до 15-20 метров в секунду на территории городского образования город Якутск возникают аварийные ситуации. На объектах энергоснабжения, связи фиксируются обрывы линий электропередач, падение опор, срыв рекламных щитов, повреждение кровли. Все службы города работают в аварийном режиме. Территориальными органами управления ведется мониторинг за состоянием города.
Все последствия устраняются службами города. Все последствия будут устраняться по улучшению погодных условий. Ущерб, который был нанесен, также будет подсчитан после сбора информации у организаций. С самого утра в столице республики орудует сильный ветер. Летают остановки, ломаются светофоры, что приводит к беспорядкам в работе обычной жизни столицы республики. Все крайне взволнованы сегодняшней погодой. И даже сейчас, стоя на улице, я могу отметить, что ветер крайне аномальный для нашей республики. Для некоторых жителей Якутска погода не сильно повлияла на повседневную жизнь. Сегодня летают знаки, у меня улетает кепка, видно, да? Что еще? Даже машины переворачиваются. Чтобы остановки хлопались, я не видел, чтобы дети летали тоже. Ну, может быть, где-то летаю, но лично я нет. Деревья попадали, голова замерзла. Ну и очень хорошая погода для сбора картошки. Я остановку не видел, но это рекламный щит упал. Не при мне, он на машину упал, лежал там. Кстати, я только в WhatsApp увидел, то, что скинули остановку упавшую. Да, ветер очень сильный. Метеорологи отмечают, что Хинамнор в середине дня потерял статус тайфуна. Теперь это сильный тропический циклон, который будет ослабевать и смещаться в сторону на Колымаиндигирские районы. Стоит отметить, что ветер в столице ослабеет в начале ночи. Галина Чекурова, Григорий Николаев, Якутск. В Якутске прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова. На совещании рассматривались вопросы готовности к отопительному сезону осенне-зимнего периода. В целом подготовка к отопительному сезону идет по графику, за исключением нескольких отдельно взятых вопросов, которые будут решены в ближайшее время. Готовность республики к отопительному сезону составляет более 90%. На сегодняшний день отопительный сезон начался во всех районах Якутии, за исключением Алекминского, где существуют небольшие проблемы с котельной, но в ближайшее время они будут устранены. И уже 11 сентября отопление начнет поступать и в дома, и учреждения Алекминского района. На Дальнем Востоке в целом идет рост электропотребления. Это означает, что растут нагрузки на сетевое оборудование, на генерирующее оборудование. Сегодня уже мы прогнозируем увеличение выработки на тепловых станциях, значит, они будут больше загружены, значит, поэтому они должны работать более надежно, должны быть обеспечены топливом. А мы еще раз обратили внимание на завоз, на северный завоз, но там все идет вроде по плану, в соответствии с заключенными контрактами. Но следить нужно, потому что сроки там могут неожиданно зимние наступить и будут сложности. В совещании обсуждались и вопросы социальной газификации. На сегодняшний день в России принято более 670 тысяч заявок на подключение к газовым сетям по программе социальной газификации. 31 августа этот вопрос поднимался президентом страны, который обратил внимание глав регионов на вопросы компенсации затрат для отдельных категорий граждан по проведению газовых сетей по участкам и приобретению оборудования. Это должно привести к дополнительным заявкам и усилению темпов по реализации программы. По словам министра энергетики, программа социальной газификации будет продолжена и в следующем году. На Дальнем Востоке одним из лидеров по реализации программы социальной газификации является Якутия. Мы у себя в регионе приняли отдельное решение, согласно которому малообеспеченные люди с низкими доходами, это большинство как раз населения в сельской местности, смогут получить по 150 тысяч рублей именно для того, чтобы уже приобретать газовое оборудование или оплачивать работу уже по установке этого газового оборудования внутри своих домов. Село Бютейдях Мингина-Кангаласского района будет полностью газифицировано. Состоялось торжественное зажжение факела по случаю совершения второго этапа строительства внутрипоселковых газовых сетей. Как сообщил глава республики, Бютейдях – первый наследник Мингина-Кангаласского района, который в свое время начал участвовать в программе социальной газификации. И сегодня уже газифицированы 150 домов. К земельным участкам села подведены газопроводы в воды. Таким образом, созданы все условия для полной газификации Бютейдяха. Напомним, что впервые газ был пущен в дома и объекты села в 2019 году. Президент Российской Федерации поручил обеспечить социальную
газификацию, то есть бесплатное доведение газа до границ земельных участков. Каждый гражданин России, проживающий в газифицированном поселке, должен иметь возможность использовать экологически чистое топливо по доступной цене. В Республике Саха-Якутия организовано конструктивное взаимодействие предприятий единого оператора газификации, регионального оператора газификации по вопросам финансирования, создания технической возможности и выполнения работ по газификации. Сегодня мы запускаем в работу вторую очередь газопровода, который создает возможность практически удвоения подключения домовладений к газу. Для жителей села Бютидяк это праздник, это радостное событие. Сразу 4 гибридные электростанции были запущены в Момском районе. Благодаря правительству республики и компании «Русгидро» населенные пункты получили бесперебойное снабжение электрической энергией. Также это позволит сэкономить на завозе дизельного топлива. Подробности в следующем сюжете. В 4 населенных пунктах Момского района введены в эксплуатацию современные объекты локальной энергетики. Автоматизированные гибридные энергокомплексы, построенные с применением современных технологий на основе возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и автоматизированного управления. Для Момского района это поистине историческое событие. Мы ждали этого момента около 30 лет. Сейчас будет умощнение киловаттов, да. Например, вот в село Холну у нас вот самые большие панели в республике Саха-Якутия будут существовать на сегодняшний день только у нас. Мощность дизельных электростанций будет всего 3300 киловатт, мощность солнечной электростанции будет 1503 киловатта. Строительство станции обеспечит поселки бесперебойным энергоснабжением, а также позволит значительно сэкономить на завозе и потреблении дизельного топлива, заменив его экологически чистыми возобновляемыми источниками энергии. Наш инвестор комплексное энергетическое решение построила 4 суперсовременных объекта, которые, конечно же, дадут большой толчок в развитии Момского района. У нас в Момском районе, в поселке Хану, жители уже долго ждали новый объект энергокомпании, такую дизельную станцию. Наконец построили спустя почти 30 лет новый суперсовременный автоматизированный гибридный энергокомплекс, который будет работать на солнце, на аккумуляторах и на дизель-генераторах. Уже стало хорошей традицией запускать новые энергокомплексы в Якутии с площадки Восточного экономического форума. В прошлом году из Владивостока глава республики Айсен Николаев объявил о запуске гибридного энергокомплекса «Табалах» в селе Улахан-Кёль Верхоянского района. Станции в Момском районе запустились с площадки ВЭФ-2022. Поэтому поздравляю «Русгидро» с прекрасным проектом. Поздравляю проектировщиков и строителей, которые в установленные сроки в крайне непростых, суровейших условиях Арктики справились с задачей. И желаю всем успехов, удачи. Ну и больше всего, конечно, я рад за наших жителей, которые получили сегодня прекрасный подарок. Спасибо вам. Идет набор мощности. Жители Момского района не скрывают своей радости из-за того, что теперь в населенных пунктах не будет перебоев с электричеством. Многие из них помнят то время, когда свет включали лишь на несколько часов в сутки. И сегодня я очень волнуюсь. Вот такое. Дожила до этого. Раньше мы учились свечи нам. Книги читали. На свечах вот учились. Сейчас вообще молодежи очень хорошо. Днем и ночью можно книжки читать. Проект по модернизации электростанций в отдаленных районах был инициирован правительством Якутии совместно с ПАО «Русгидро» при поддержке правительства Российской Федерации. Всего же до 2025 года по всей республике должно появиться в общей сложности 72 автономные гибридные электростанции. Ирина Григорьева, Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Момский район.
За последние сутки на территории республики выявлено 629 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стационарах лечения получают 5% из общего количества болеющих. Все тяжелые случаи выявлены у невакцинированных. Тем временем продолжается вакцинация населения. Первым компонентом привито более 93% взрослого населения республики. Второй компонент получили 72% из тех, у кого подошел срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации по-прежнему сохраняются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мигино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске. Напоминаем, что для создания устойчивого иммунитета, для предупреждения тяжелых форм заболевания и минимизации риска госпитализации нужно в срок пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Также напоминаю, что в текущем эпидсезоне необходимо пройти вакцинацию против гриппа. Хочу напомнить, что вакцинальные кабинеты в поликлиниках города Якутска и в районах республики работают в ежедневном режиме. И также прививочные бригады могут выехать в организованные коллективы. В рамках стартовавшего форума «Якутск 4.0.0 старт» на коммуникационной площадке «Точка кипения» прошла стратегическая сессия на тему создания транспортной инфраструктуры города. О том, какие вопросы обсуждали на коммуникационной площадке и каких результатов стоит ожидать, узнавала Мария Кардашевская. Транспортная инфраструктура города – вопрос, не теряющий своей актуальности. В преддверии празднования юбилейного дня города на коммуникационной площадке «Точка кипения» обсудили вопрос развития транспортной системы города на ближайшие 10 лет. Цель – сделать пассажирский транспорт максимально комфортным и удобным для горожан. Мы прежде всего будем рассматривать совершенствование нынешней транспортной системы, которая сформировалась. Будем рассматривать вопрос обновления всего автопарка подвижного состава автобусов. Также один из самых важных вопросов является формирование транспортного хаба города Якутска с учетом строительства Ленского моста, ну и развитие экологического транспорта, что на сегодняшний день немаловажный вопрос. В сессии приняли участие представители транспортной сферы, преподаватели Северо-Восточного федерального университета, а также контрольно-надзорные органы. Участники внесли свои предложения по решению актуальных проблем. По итогам стратегической сессии развития транспортной системы будут приняты рекомендации, предложения, и на пленарном заседании будут приняты также эти ряд рекомендаций, которые мы будем также внедрять и претворять в жизнь не только для развития городской агломерации города Якутска, но и для всей нашей республики. Отметим, что в Якутске с 2019 года активно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Ремонтируются дороги, обновляется общественный транспорт. В этом году было закуплено 100 новых автобусов, организованы регулярные маршрутные рейсы в близлежащие районы. Ну а в дальнейшем планируется расширить эту практику и в другие районы. Это прежде всего комфортность, это безопасность. И также тарифная политика по себестоимости выходит намного ниже, чем коммерческие рейсы. Кроме этого, в данное время ведутся переговоры с производителями автобусов по налаживанию производства автобусов в условиях Крайнего Севера. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. В столице республики в торжественной обстановке открыли теплые автобусные остановки в честь юбилейной даты со дня основания Якутска. На окружном шоссе и в селе Пригородное ввели 2 теплые остановки. При поддержке главы республики Айсена Николаева уже второй год идет работа о модернизации системы общественного транспорта. За это время открыли 30 новых теплых остановок, а в ближайшие 5 лет планируется ввести еще 70 таких объектов. В ближайший год запланировано начало большой работы по модернизации, перезагрузке всей системы общественного транспорта. Это новые автобусные маршруты, продолжится работа по закупке нового подвижного состава общественного транспорта, а также будем такими же темпами продолжать строить общественные теплые остановки для того, чтобы наше население могло в зимние холодные месяцы в теплых остановках ожидать своего автобуса.
Президент России Владимир Путин в связи с санкционными запретами поставил задачи по развитию IT-технологий в стране. Сейчас активно ведется работа в воспитании будущих специалистов с малых лет. И этим успешно в Якутии занимается IT-школа «Алтан». Детали в сюжете Светы Амосовой. Созданию комиксов, презентаций и анимации научился Ананий, обучаясь в IT-школе. 6 класса юный программист активно проявляет интерес к сфере инфокоммуникационных технологий. Говорит, что хочет связать свою будущую профессию с этой отраслью. Я учился на курсе программирования Python, ходил в летние лагеря сюда 2 раза. Мы там создавали игры, мы создавали «Змейку», мы на Новый год создавали игру с Дедом Морозом связанную. Тут хорошие учителя, тут объясняют все, учат, и интересно. Якутия по праву считается алмазом игровой индустрии. Игры якутских разработчиков не раз лидировали в мировых чартах. Поэтому сейчас лучшие айтишники республики обучают детей со всего региона, начиная уже с 3 класса. Младшие классы у нас обучаются по блочное программирование Scratch, а также идут у нас дальше уже направления по Roblox, по программированию на Python, и потом уже идут с 8 класса и выше уже программирование на игровых движках Unity и Unreal Engine, то есть уже более старшего звена. IT-школа «Алтан» начала свою работу 5 лет назад. За эти годы обучились 1000 детей. Только за прошлое лето в лагере прошли курсы более 600 школьников. Сейчас во время учебного года работают 2 направления – разработка программирования и компьютерный дизайн. Мы открываем новые курсы, разрабатываем их. Например, в следующем году у нас будет запущен курс по трехмерной графике, по веб-разработке. Также мы планируем расширяться уже в другие регионы России. Премьер-министру страны Михаилу Мишустину во время рабочего визита в Якутию представили уникальный проект IT-школы «Алтан». Обучение здесь ведется с помощью информационной системы собственной разработки по авторской образовательной программе, которую создавали методисты и продуктологи «Алтана». Образовательный процесс проходит как в очном формате, так и в дистанционном. Практически 1/3 учеников заходят на уроки через онлайн-платформы. С введением санкций по всей стране начали появляться проблемы с установкой программ, но педагоги нашли выход из ситуации для доступного развития школьников. Мы используем программы, которые имеют открытый доступ именно их внутреннего кода, и это как VS Code, Unity, Unreal Engine, и в этом у нас проблем нету. И их можно спокойно в любой момент откуда угодно скачать под разные операционные системы и устанавливать у себя. Как отмечают основатели IT-школы, желающих изучить язык программирования становится больше. В этом году организация планирует открыть филиалы в городе Покровск и в селе Бердигистях Горного района. Мы думаем, что развивая нашу школу, обучая детей, мы уже куем кадры для нашей страны, для компаний с ранних лет. И, конечно, было бы еще лучше, чтобы когда наши дети, когда подрастут, наши ученики, они создавали бы свои стартапы, свои проекты и становились бы, можно сказать, технологическими предпринимателями. По словам Джоустана Осипова, в дальнейших планах открытие креативного IT-центра, где будут создаваться различные проекты компаний мирового уровня. Поэтому уже сейчас ведется активная работа по воспитанию будущего IT-поколения. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. В спорткомплексе «Мадон» открылась выставка-ярмарка шуб от пятигорского производителя Ангелины Сэм. На ярмарке можно приобрести шубы как за наличный, так и безналичный расчет. Любое изделие можно приобрести в беспроцентную рассрочку. Также можно получить хорошую скидку. На ярмарке побывала моя коллега Мария Кардашевская. Более 3000 изделий из меха премиум-класса, скидки до 70%, многообразие фасонов и цветов. И все это в одном месте. Ангелина Сэм – крупнейшая пятигорская выставка-ярмарка шуб от производителя, теперь в Якутске. Только до 18 сентября в спорткомплексе «Мадон» можно купить шубы из норки, мутона, песца, куницы, каракуля, лисы, нутрии, овчины и керли. Шубы представлены из обновленной коллекции «Зима 2022-2023». Здесь можно найти модели самых разных размеров – от 38 до 70. Ну а для тех, кто хочет получить хорошую скидку, производитель подготовил приятный сюрприз. К примеру, на такую шикарную шубу вы можете получить скидку до 50 000 рублей, если сдадите свою старую шубу.
Все шубы, которые сдают покупатели, компания обновляет и отдает в дома ветеранов. Так изделия обретают новую жизнь и радуют новых владельцев. Фабрика «Ангелина Сэм» работает на рынках всех регионов страны более 20 лет. Качество изделий подтверждено сертификатом качества и гарантией на эксплуатацию 2 года. Любое изделие можно приобрести в рассрочку без предоплаты и процентов до 36 месяцев. Ярмарка работает под лозунгом «Забирайте вашу идеальную шубу сегодня, оплатите потом». Покупатели ждут в спорткомплексе «Мадун» до 18 сентября. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. Русский театр драмы приехал с гастролями в Нерюнгри. Это стало настоящим культурным событием для ценителей театрального искусства. Ведь в последний раз актеры столичного драмтеатра радовали нерюнгринцев своим творчеством 10 лет назад. Когда приезжали молодые, то, господи, когда помню нас, а сейчас спустя 10 лет и видишь лица знакомые тоже. Здорово, как будто домой. За время перерыва, когда русский драмтеатр не был в Нерюнгри, соскучились как зрители, так и актеры. В начале гастролей прошла пресс-конференция, в которой приняли участие директор и художественный руководитель театра Александр Лобанов, режиссер Андрей Габышев и артисты театра. Мы очень рады действительно приехать. Ну, вы видите настроение ребят. И... Боевое. Да. И прием такой вот прекрасный. Надеемся вот на этой планке и отработать все эти дни. С открытием гастролей театр поздравили начальник управления культуры и искусства Наталья Бараханова и глава района Роман Щегельняк. Я уверен, что сегодня все мы с вами получим огромное удовольствие. Первым зрители увидели спектакль по роману Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» в постановке режиссера Андрея Борисова. И если большинство артистов хорошо известны и давно полюбились нерюнгринскому зрителю, то исполнители главных ролей Евгений Кузьмин и Дарья Рокачева – молодые актеры, которые в Нерюнгри приехали впервые, но смогли гармонично влиться в число любимцев публики. Постановка получила признание жителей столицы Южной Якутии. Потрясающий спектакль, образы, очень сильно понравились образы, живые, такие прям пластичные. Ну, вообще очень круто, потому что давно у нас в городе такого не было, и наконец-то можно сходить действительно. Да, на таком высоком уровне. Я люблю этот театр. Когда я бываю в командировке в Якутске, стараюсь всегда посетить их спектакли. И всегда остаются очень, такие незабываемые впечатления. Прекрасные впечатления. Мы сидели, мы прям не могли насладиться этим. Я рада, что я все-таки смогла купить билет и попасть сюда. Да даже говорить неохота и мыслить все так, как про нашу жизнь. И декорации такая махина, как наша жизнь, тоже тяжелая, неповоротливая. Кроме «Капитанской дочки», зрители увидят комедию «Фарс тетки» по пьесе Александра Коровкина, режиссер Владимир Голуб, и детский спектакль «Золотой ключик». Продлятся гастроли до 11 сентября. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.